Отца и Сына и Духа Святого. Pan z wami. I z ducha Twoim. Gdy się tu już odprawiają za parafian, należy prosić Boża благословения, дару Духа Святого, для померлых радости життя вічного. Молитв вірників пам'ятаємо за померлого Станислава, общальник, один год по смерти, просить для его радости, благодарствия за возросшим Паном. Просим Пана Бога за все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем спасти эту наисвятейшую офяру. Споминаемся Богу всемогутному И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и залетанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, дает нас дар життя вечного. Аминь.
Молимся. Боже, Ты раз прибежали Твоего Сына, отнял Твое человечество, одари своих верных святою радостью, и учеников вызволили с неволи греху, и досягнули вечного счастья. Распада нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владалечи едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Ось я скерую до його спокою і врагу. Читання книги пророка Ісаї. Радуйтеся разом з Єрусалимом і веселіться у нім, усіх, хто любить його. Радостно веселіться разом з ним, усіх, хто плакав над ним, как ви кормилися і насичалися удосталь з грудей його з утешением, как ви упивалися і наповнялися свободою з грудей його неслави. Бо так каже Пан: ось я скерую до його спокою, як раку, і хвалу народом, як полноводний поток. Вас будут кормить и носить на руках, и на коленях будут пестить вас. Яко гостя сутешаю мать, так я буду сутешать вас, и отнимаете сутешение у Иерусалима. Уважите и устешите ваше сердце, и кости ваши разгибнеют, как трава, и откроется рука Пана слугам его. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Ускликни Богу, вся земля. Ускликни Богу, вся земля. Ускликни Богу, вся земля. Спевайте про славу Его на имя. Прославляйте Его хвалу,
скажу вам, что он учинил для моей души. Благословенный Бог, який не откинул моей молитвы и не поздравил меня милосердности своей. Я ношу на теле своих раны Иисуса. Читание послания святого апостола Павла до Галатов. Брати, нехай я не буду хвалиться нічим, окромя крижа нашого Пана Ісуса Христа, про якого світ укрижований для мене, а я для світу. Бо необразование ничего не значит, не отсутность образования, а ли только новое створение. И над усими, кто будет поступать поводле этого правила, спокой и милосердность, а так само над Израилем Божим. Урешті, нехай ніхто не обтяжаває мене, бо я ношу на теле своїм рани Ісуса. Ласка нашого Пана Ісуса Христа з Духом вашим, брати. Амінь. Это Слово Божие. Дякую вам, Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нехай владарить у серцях ваших спокой Христовый. Слово Христа нехай живе у вас во всей полноте. Пан з вами. Читання Святого Євангелія Павла Луки. У той час Пан призначив 72 інших учнів і послав їх по двоє перед собою у кожний город і місце, куди сам хотів йти, і сказав їм, «Жниво заправди великая, а работников мало. Тому просите Господара жнива, послав работников на жниву свое. Идите, ось я посылаю вас, як ягнят серед волков. Не берите ни машны, ни торбы, ни сандалов, в дорозі нікого не вітайте. У який би дом не увайшли, спочатку кажите, спокой к этому дому. Коли тут буде сын спокою, то на ним спочне ваш спокой. Коли ж не, то вернется до вас. Заставайте все в тем доме, ешьте и пейте, что есть у их, бо работник заслуговує плати своєї. Не переходьте з дому в дом. И коли придете в який дом, город, и примут вас, ешьте, что вам подадут, и оздоровляйте им хворых, и кажите им, наблизилось до вас володарство Божие. Это слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Пан Ісус призначає 72 учнів і посилає їх перед собою, как обвещали что? Божье Слово. Как, может, как поздравляли? Нет. Может, как выгоняли злых духов? Так само нет. Только и выключно, как обвещали володарство, czyli Евангелие. А ким есть Евангелие? Як не есть сам Христом. Иисус Христос посылает перед собою апостолов, учнев, как и шли в те места, мы почули, куда сам не мог прийти. Это якби у нашем сучасном свете выйти на столбы, там, где есть афиши, повешать плакаты, а будет там есть концерт дня такого-такого, например, на стадионе Народовой Беларуси, с
І всі туди треба було з'їхати. Або у новостях, у телебаченні, у медіях, так само така реклама звучала, всі туди. Не буде такий концерт відбуватися тільки у парафії, можете, не буде відбуватися в парафії, в город Золотой, у Каменной горце, у кафедральном крестьяне. И вот творится один на весь, как все туда сошлись. Это так само, это был приклад апостолов, ученики обошли. Вот прийти сюда, Иисус Христос, в этом месте мы вызначили пункт, в это время, примерно им там, как будет, збирайтесь, и там будет обвершаться Божье Слово. Кто такие Иисус Христос? И представляли, он ходит, он оздоровляет, добре прихожа говорить, и так далее. А потом уже приходит Иисус Христос, и эту всю справу я пробовал ее разнести. Так чим есть Євангелія? Навошта у костелі, що кожний третій год ми чуємо ту саму Євангелію, читаємо, навошта? Мы же уже знаем это все на память, и знаем это кого для, сегодня прочитали Луки, кого для Марка, так само будем читать то же самое, что Иисус вызначает 70 групп, как пришли и обещали Божие Слово. Ну навошта это нам? Как это была информация, эта информация говорится только один раз. Ну знаешь, когда идти до Червоного костела, выйди сюда на Иванинский тракт, повернешь налево и до конца по улицу Маяковского, аж упрешься у проспект Незалежности, и там убачишь одразу костел Червоный. А не памятай, выйдешь отсюда, и ты говоришь, памятай, выйдешь сюда. Налево, не забудь, налево. И иди просто. Иди, шагай просто, аж упрешься, ты обратно просто. Тогда придешь у пункта. Заголовок этой дорогой и придешь. Никто нам не повторяет. Вот один раз. Когда потрібна інформація, ну одразу, окей. Як маємо трошки горш з пам'яті, то все питаємо. Куди йти? Направо, наліво, а наліво то куди? Направо і наліво. По якій стороні, з якої сторони жити? Ми ще буде питаємося. А не хочеш, ніхто нам не говорить там 30%. Та на що костюм нам повторяє, ти саме трещі, ти саме свято, ти саме урочистості. Бо хоче нас, так і Євангелія, хоче нас Євангелія вибудить, пробудить. Так як колись ви альбо вас будили ваши батьки, то вы можете своих детей в школу. Уставай же час у школу. Добре, на другий бок. Уставай, мама, уставай в школу. На третий бок. Удивися. Ну, не помогло стягнуло одеяло. Ну, может, устали только. А часами было так, уставай в школу. Вы устали, открыли очи, пошли зубы помыли, тварь помыли. А еще сейчас был бас. Один пришел, опоздали. И часами мы так набрали, может быть, сам, а еще так смели, будильник оставили, и уже спаслись, я не знаю, что у вас такое было. Евангелие, тому хоче нас пробудить, завжди повторяє, така мама, яка хоче нас вибудити за сну. Навіщо? Бо чоловік повинен закохатися в це Євангеліє. І християнство, бути добрим християнином, це означає бути такою, на початок, як губка, яку ми купляємо у кране, такую, чтобы спасуть, например, альфа-ауто, такая великая губка. Набираем таз воды, в эту губку бац на низ. А в хвилину можно минуту целую продержать, пустил руку на по народу управлять, потому что ничего не содержится. Мы не знаем, что потребует, как нам было. Ей треба под водой несколько разов на новое стиснуть, тогда набирай воды. И так само с христианством мы наши советы прикидаем из молитвы. Нам так неохотно хочется тоже приходить в костюм, нам так неохотно хочется читать Божие Евангелие и разные речи робить, потому что мы не насякили в христианстве. И часами Бог приходит и нас стискает по всякие справы. Нам болит, а не говорит, пускай нам снова болит, как мы снова здесь, а снова становится приемно. Как мы лежали на дне христианства, в смысле, таким, как мы в этом христианстве были окунены, ровно лежали, а не плавали под водой. Бо эта вода потрібна для нас більше, і потім можна було щось витерти. І этим вытираем наше життя, наше грешне життя. І ми забуваємо, що Євангелие предназначено как обвещать Иисуса Христа. Обвещать Иисуса Христа. И что это означает обвещать? Ну, как вы проповедуете. Кто-нибудь из вас был бы в хорошем кине, на хорошем фильме добрым, пришел бы из своих знакомых, говорю, я был на фильме, боже, таким классным, о, супер. А король ты повинен говорить, нет, ты классный. Там мы идем с таким настроем, будто фильм, о, мы радио, супер, фильм, будто нас уже расставили, мы уже идем, уже хочем туда пойти, мы уже почуть. Альбо я езжу на перегринацию фигуры Святого Михаила, и мне наверное не только пишение Божьего Слова, а и после кожной святой мши на объявах, за которые там объявляли,
І завжди треба мені зробити якусь рекламу тих речей, які там є, відносно часописів Святого Архангела Михайла. От дякуючи этому, ви тобі прибуль на фігуру, на бензин, на машину, яким є ця фігура, на водителя, який цю фігуру возить. Мені треба це давненько м'ясо навіть. І часами, як я приїжджаю, і бачу якусь нову позицію, підходить, беру з столика, і він так, куди взяв? Я говорю, нову позицію треба почитати, не буду я торгувати. Коли прочитаю, може одна, добре, давай, дякую. Пожалуйста. Чи прочитаю, тоді приходжу рекламую в цю позицію, в який спосіб, чи є варто читати, чи не варто. Коли варто є там такі цікаві книжки, говорю, ось я ці книжки своїх типу не помогу не купляйте. Бо як купите, це згрешите. Книжка про Святого Архангела Михайла можно згрешити, який спосіб обходити. А говорю, ну, ще не слухайте, ну, не дайте руки. Ну, отчините вечером, а глядите только с раницы, ножки тут спалюшь, на правду треба вести, не вспоминай. Книжка не начитана, целая ночь звоновала, говорит, ну, тут всякое. Ну, забрали такие цікавые позиции, литературные, что здесь ты так и начнешь читать, когда она не разумеешь, что уже ночь прошла. Но бы хотелось бы до конца довериться, что там отбудется. И как есть реклама такая. Вот это, так я вам западал Иисуса Христа. Как его принять, как им насытиться. Чему по Евангелию треба медитировать. Не случайная медитация, не говорит, что надо будет восточная медитация, а какие костюмы. И кто-нибудь из вас купит что-нибудь интересное, какие-нибудь инструмент, какую-нибудь такую речь электроничную, якую не дайте уживать, то там есть такая так званая, знаете, инструкция, не? Иначе она такая толстая, там моя, не мешайте, 5 мол, на 5 мол розмір. Одна пятая – это инструкция, которую нам прочитать, и на початку описывается, як, что, в каких условиях, и так далее, осторожности, и так далее, и так далее. А потом начинается, як ее запустить, вот самое интересное начинается, и начинаешь так, включить розетку, добро, вилкой вверх, проводом вниз, а не вниз, тут не написано, як тут включить. Ты выходи сюда, Господи, говорит, включить. Чи проводом вверх, чи проводом вниз. Батька не моя разница, это стрик включить. Нажать на эту кнопочку, так, на красную кнопочку, нажать. Не работает. Пойди, сын, сюда, будешь читать мне, я буду пробовать по инструкции. Нажать на кнопку. Нажать на кнопку, не подержать 5 секунд. Раз, два, три, 4. Что ты загорелся? Затем надо нажать на желтую. Заработало. И так, то есть, часами если раз вспоминаете на этой инструкции, видите, сколько? Нож, 2 ночи, 3 дня. Как только доедется, как вытянуть все за это прибор, які ми купили. А это прибор звичайний, з якого ми будемо користуватися. А Слово Боже, нам однозначно щось більше дає. Як ми так само вміли медитувати, як я вам тут оповідаю о Слові Божому, є так само медитація чи роздум'я. Я можу прочитати якийсь один сказ, може навіть несколько слов. Це слово десь у мене в серці добавить, я буду думати, що вони означають. Пан призначив 72 учнів. Может, вышел 12 апостолов, может, это 72 учнів. Може, они не справлялись, а може, не замало було. Тут треба розне погляди. Хтось із вас з одної сторони подумав, хтось із вас з другої сторони подумав. То, що я сьогодні говорю, я говорю, як я роздумав, як я подумав про эту Євангелію, який спосіб я там прочитав, конечно, я держусь якогось позвоночника, бо кожен свята повинен триматися якісь правил. Але ви могли б десь на сторону, потім зустрілися разом. Я про це слово думаю, я, наприклад, розповідаю про эту Євангелію так, кто-нибудь пойдет за хвилинку в катедру, на их шум через хотит, и там что я по-другому. А в чем я по-другому говорю? Тут что-нибудь Дмитрий можешь по-другому говорить про это слово Божие. Интересно, кто себе правда? Нет, вот это слово Божие, вот так действует. Кто собирает один кусочек, его разложает, кто собирает другой кусочек. Она так той самый, а люди есть можно другие есть приклады. И так это действует, так Иисус Христос действует. Того что Он нас посылая, как мы в нашей дороге могли пробудиться до реальности. А что означает, как пробудиться до реальности? Что нам потребно? Другий человек. Сегодня мы почули. Пан Иисус выслал учнев подвое перед собой. Подвое. Не по один, а можно подвое. Ну, как все равно реальность. Вот закончились пилигримки у нас тут, будут слава, может, пилигримка у Тракеи теперь, те, кто еще власти пилигримка, разные пилигримки. Правильно, есть эти пилигримки. 5 дней, 10 же
часами это будут жить 14 дней у Польши, где-то там кайфовать, ура, я на жене, та-да-да-да-да, пам-пам, там щось ще, і такі разом день співаємо, добре, а потім треба, на свісті до реальності, не такое дитя, дочка або син вертається на хату і говорить, мама, така ігринка була, а мама вже сидить, вже чекає, вже 5 днів чекає, сину або дочка, чому ти пішла на цю ігринку у своем покое не зробила порядку, и Джиравиянова пальца не рушила. Гэтые свечи, гэтые носки туда, все в свое место складай. И, мама, какие там носки, какие какие грозные речи, я тут как вам Иисус, хвала Богу, лучше не была. А мама, не, иди, вот это ее срань, забыли человек потребует, трохи настянут на землю, как протекая ее срань. И тут как поэтому по Иисусу посылаем, по двоих, и по одному, как здесь тяжело. А это совсем другая тема. Не может, как везде там при двоих, так само говорил, не буду теперь переразвивать. Вот так не закончу в этой нашей Евангелии. Я не иду не целую, первое здание, чтобы сказать, то, что мы сегодня только прочитали. И что далее отбывается? Ну, отбывается наше житье. Нам потребен такой человек, как он нам показал, это наш свет, с другой стороны, почему мы не с этого света. Так, к сожалению, не живем себя. У нас часами наше життя, яка в Христі, має, не ведаю, наша книжка життя має 100 сторонок, і хтось вибрав 15. І не ведаємо 15 сторонок. Так часами, як ми приходимо десь, хтось розказує якусь історію, або анекдот, прийшли у половині. Смотрим, ще сміються, що ходить сміються. Що там сміятися? Так зробити інтелектуально. Не зрозуміли, що такого. Мы не почули початку этой истории, не почули початку этого анекдота и так далее, и так далее. Нас это не затекали, а вы так сказали, затекали нас. Потому что мы здесь страшно. Такий фильм про человека, який не имел где, шукал працу. Он нашел працу, дали ему працу, как он продавал эти плюшевые медведи. Эти плюшевые медведи он разносил, продавал целый год. Наконец пришло, какой показатель. Суд триває. Вот. А за что вы меня? Ты что, не знаешь за что? За то, что наркотики разносил. Какие наркотики? Я же плюшевые медведки разносил. Я медведи разносил. Мягкие игрушки. А у них наркотики были. Я же не верил. И мы даже сами не верим, мы шукаем. Наше сердце до чего степенется, тянется. Это не один человек говорит, не верит до чего. Як в этом фильме «Знахар» есть лекарь, попадая в аварию, ну и тратит притомность, едет, приходит до себя, и не верит, пытается, кто такие, не верит. А их мужик такие здоровый, вот, белесковый человек, селянин, может працевать. Далее ему там нормально эту працу, конвой, там дрова рубая, там мучит, о, хороший. Он в моменте приходит на эту доску хвороба, люди начинают спорить. Ну и этот лекарь говорит, я знаю, я могу этого человека вылечить. Ты вылечить, кто ты такие? Что ты вылечить можешь? Ты працуй, дали там дрова руби, эту босу носи. А я знаю. Откуда ты знаешь? Не знаю, откуда ты знаешь. А я знаю, я могу его вылечить. Ну, он там как догорает, наконец, это дитя, ему лечит одно, второе, третье, потом осуждает, что вот, магия, видите, занимается чаровничеством. И так есть, мы так чекаем, откуда я? Кто такие? И мы забываем, что мы потомки Адама и Евы, мы створені планом Бога. И мы завжди туда имкнемся. Мы забываем здесь даже самость. Нам бы хотелось эту заправду и любовь, и мы забываем закричать, шукаем то, что узаконено. Пробуем это, на хвилинку и прошло. Пробуем это, так само на хвилинку и прошло. Там, где смешности мы взяли, приемности, так само заспокоили, полезли, минуло. И мы знаем эту пустоту, чем не запомнить. Эта пустота является для Пана Бога, для любви, яку нам Бог дав. Эта любовь Божия, она не тяжкая, не трудная. Никто не сказал, бо мы ее не разумеем никогда. Який батько дає свого сина на смерть? Ніяким. Це Божа любов. Для нас не зрозуміло, для людей. Ми ніколи не зрозуміємо. Але він може на те любові нахвяли. І це хвяли, так само, Пан Бог часами чекає нас. Просить за те, брати і сестри, як і ми. Поводи гэтых слов Пан призначив 72 інших учнів і послав перед собою. Тому що, як обвіщає Євангеліє, як Євангеліє обвіщає, треба почати быть этой губкой, а не сухой, такая, что лежит в воде. Трошки часами нас Бог так тискает нашими справами, нашими мучествами, так нарекаем на Бога, маем право, а не по Богу, это для нашего добра, как мы в нашем жизни не загубились, как
как мы захотели задуматься над своим житем. А найлепшее задумать является Божье Слово, якое нам дає отказы. И мы можем туди нанести отказы на все наши життєві шляхи. Это тяжко есть, как комусь что-то часами делиться нам Божьим Словом. Это вещь, что можешь нарастить себе на смех. Я был в семинарии, это не по мне звонит. Я был в семинарии каждый диакон имел один день в среду диаконе, и треба было приготовлять Слово Божие, и потом это Божье Слово промовлять на всех клириков, какие-то интеллигентные, пастора, сами сидят. Не было что говорить, поскольку передо мной было там находится 3 диакона, 4, 5, 8, часа некоторые промовляют только раз на месяц, раз на 2 месяца, поскольку я был сам, я каждый день говорю. И думаю, тут как каждый день говорить, треба что-то иметь доброе приготовление. Книжку, в этой книжці які приповісті розне приклади такі. Я завжди на кожне хвилю, на кожне казання приготовлю якусь приповість. І з цих приповістей або розпочинав, або заканчував. Я потім вертався з раниці, бо з раниці була інша, у 6:30 вертався з раниці на снідання у 7:15. Мені приходили і кажуть, а я так знов така приповість, і сміється з нього. А, добре, що смієтеся? Чого ви смієтеся? Значить, слухай, все перестань. Критиковать меня, засыпало разы. Так делалось, такие, по Слову Божие, часами здесь там, может и смешное, может здесь там и понурое, а как кто-то подшует, оно здесь зацепится, и оно останется. Хоть меня кто-то критикует, что я так говорю, а оно останется. И может кому-то не подобается, и вот не подобается то, что я вам говорю, а это здесь останется. Я здесь, может, ответил прикладу, может, такого смешного, а я буду понять, про что было Евангелие в эту неделю, а может, год тому назад прошло, чем сказали. Просим Духа Святого, как и мы умели это слава Божия принять, и как мы умели делиться один за другим за правую верой. Веру единого Бога и Отца всего. Всякого важного и неважного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, за Отца народженного, верующими верами, Бога от Бога, Святого от Святого, Бога сокровенного от Бога сокровенного, народженного и скорого, одиносудного Отцу, разве якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный от самого нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подле Писания, и взошел на небо, святить праворуженца, и снова придет к хвале, судить живых и померных, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял расправу, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов и шагаю воскрешение помилуй и життя вечного в лучшем свете. Аминь. До Бога, який щодра добре на своїми вірами скерує наші молитви, молимося за біскупов Катерину на працюванні на Харисті евангелізації світу, Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. За тих, хто присвятив своє життя вещенню доброї новини, як вони могли убачити плон своєї праці і наповнитися Божою радістю, Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. За молодые служества, как они воплотились в развитии веры и сгодно с ею уладковали свое житие. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. За людей, расчарованных неудачами житевыми, как они сподевались, не только на властные силы, а и на допомогу Пана Бога. Тебе просим. Вислухай нас, За Пане. наших близких померлых, особенно способ
за Станислава, его по смерти, как добрый Бог принял, благодатство небесное тебе просим. Выслухай нас, Пане. За нас тут собрание, как мы умели распознать Божию волю и с радостью ее руководить тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, храница життя и святости, выслухай наши просьбы и учени, как мы обновленные эмоции Твои нас не могли верно Тебе служить. Раз Христа, Пана нашего. Аминь. Номер 135. Молитесь, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийде офяру Твою на прославление и хвалу имя Своего, от Отца Многокорыстного и всему Христу Святому. Боже, что и нехай нас насвітить, вярою ми тобі складаємо, і нехай дня у день іде нас до життя, що чекає нас у небі, враз Христа, Пана нашого. Аминь. Пан з вами. І з духом Твоїм. Укору серцеві. Подякуєм Пану Богу нашому. Правдивая и справедлива, слушна и избавленна, как мы за все и всюду на бескладании подяку. Пане святый воинча всемогутный вечный Божа, раз Христа нашего, Божьем злитости на грешного человечества народился с Панной Марии, и про свою Богу на крыже вызволив нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анgelами, архангелами, с усими святыми мы обещаем Твою хвалу, разом зиму стрекаючи. Святый, 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 а Богу всемогутный, небо и земля, Бог и я хвалы Твоей, Осанна на высоте,
Ty Boża, Ty święty, krynica усялякой świятости, тому в jedności z усім Kościołem, u pierwszy dzień tygodnia, kiedy Jezus Chrystus воскрес i послав na apostola Ducha Świętego, wraz Chrysta prosił Ciebie, usiemaw Boża. A świeci, kiedy dary na swoją Ducha Twojego, aby stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, udział chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, każąc: Wierzycie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, jakie za was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, przykładał swoim uczniom, każąc: Wierzycie i picie z Jahowcie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. Geta czynicie na moją pamięć. Geta wielka tajemnica wiary. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Wspominając śmierć i zmrtwych powstania Twojego Syna, a chwielonym Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas wolnymi stajać przed Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Ciebie, как всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Święty собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Костел Твой расширенный во всем свете, удосконаливал любовью и разославом нашим Львом 14, biskupom naszym Józefem i всім духовенством. Pamiętaj tak samo про братов и сестер наших, jakie поснули в надежде на воскрешение и просим, кто ласки Твоей, odeszł z tego światu i dozwolił mu zobaczyć światło oblicze Twojego. Prosimy Ciebie, zmiłuj się nad wszystkimi nami, aby zasłużyli udział w życiu wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy Panny Maryi, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym archaniołem Michałem, Janem Pawłem II i wszystkimi świętymi, jakie z prawdy upodobali się Tobie, jak zimi my chwalili i prosławiali Ciebie wraz z Synem Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrysta z Chrystowi u Chryście, Tobie Boże ojczam się modły, u jedności Ducha Świętego, usia Wasza na i chwała, wraz się jak i wieczny ja. Молим się za Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, Который есть в небе, святися имя Твое, приди благодатство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам праведные наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Prosím Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого zła. Daj łaskawa upokoju dni naszych, da pomoże nam miłosierności Twojej, jak my byli zawsze wolni od grzechu i zachowani wszelkiego niespokoju, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Бог Твое благодатство и милость и хвала на веки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolam Twoim, supokój pokielaniu Wam, supokój mój daju Wam. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wielu Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna
Z Twojej woli nadarujcie rozsupakunię i jednością, jaki żywiesz, władajesz na wieki wieczny ja. Supakoj Pana, niechaj zаўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Смилуйся над нами, помилуйся, баранку Божий, який отпускає всіх гріхів. Смилуйся над нами, помилуйся, баранку Божий, який отпускає всіх гріхів. Дай нам супокой, о, дай нам супокой. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленыя, покликаныя на мячэў ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Заморсилась. Это небо, мой Бог, возле свой он сидит, да наибольший здоров, а я твой, я ишу, заблукавший ночи, мое сердце нашел, и мое сердце кричит: Иисус, 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 Иисус.
Номер 122. Молимся. Умочованные такими великими дарами просим Тебя, Пане, учеников мы открывали знаменные ласки, и неспынно Тебе прославляли нас Христа Пава нашего. Объявлен 8 липня во вторник Господень Святого Иоанна с Дух и Святая, 11 пятницу свята Святого Бенедикта Аббата, опекуна Европы, 12 Господень Святого Брунона, Bonifacego, biskupa i muczenika. Każdy dzień w naszej kaplicy trwa adoracja Pana Jezusa w Najświętejszym Sakramencie, dziękując za kierowanie na budowę, za wspólną indywidualną modlitwę, za przebieranie kaplicy i tym, kto dyżurił. Pomolимся за tych, kto na tym tygodniu świętuje dni narodzenia, imieniny i jubilei, kto czeka na rodzin dzieci, z dobrodziejów, kierowców naszych panaty, tak samo nowych dobrodziejów budownictwa, sanktuaria Bożej Miłosierności i za nas kожного доручающего способку, опецы Матери Божией, Твою обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах, не бросай молитву нашу, и от всякой злой приходы, выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, Судержальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Добро, что есть, что приходите, примите Божие благословение. Аны с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословляет Бог Всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в покое Христа. Дякую Пану Богу, Святый Архангел Михаил, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток Злого Духа. Покорно просим, нехай я вознищий Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які нас могут душ своих в просвете. Аминь. Номер 60. День за днем, ночь яшчэцямі, Тую падае, сон не маю.
застанься со мною, а ты застанься со мною, а ты застанься со мною, застанься со мною. День за днем, ночь ящетями, сумую падает, сон не маю. Оленя кажутся, что засталось мне, будет для тебя, прославляю. А ты застанься со мною, а ты застанься со мною, а ты застанься со мною, застанься со мною. Нехай буде похвалено. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде похвалений. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай буде похвалений. Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса